На неделю Финно-Угорский культурный центр России подвел итоги масштабного просветительского проекта, который реализуется при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми на грант главы Коми. Полный зрительный зал в Сыктывкаре собрал концерт военно-патриотической песни «Помним, гордимся и сохраним». Елена Кононова о деталях проекта. Все равно страна одна, мы все равно не победим нигде, никем и никогда. Он много раз бывал на войне, но вместо оружия у него гитара. Грудь его в медалях и орденах. Но это награды за песни, многие из которых Игорь Русских пел на концертах в горячих точках. В копилке поэта и композитора и детские, и казачьи произведения. Но в основном в патриотическом жанре. Эти песни учат молодое поколение любить свою непобедимую отчизну. Песня – очень важный момент. Она может вызвать повышенное внимание подрастающего поколения, может вызвать. Самое главное, чтобы нужная песня правильно была написана. Хедлайнера концерта патриотической песни Игоря Русских на сцене заменяют творческие коллективы. Группа «Балалайка», вокальный ансамбль «Пламя-21», танцевальный коллектив «Май», театр МОД Сыктывкарского колледжа сервиса и связи. Это такой музыкальный итог масштабной просветительской программы, куда вошли и уроки о героях-земляках для школьников, и кинопоказы военных фильмов, и фотовыставка, и даже издание буклета про героические военно-транспортные батальоны, их вклад в великую победу. Нам содействовали в подаче информации, фотографий наши партнеры из Ненецкого автономного округа, Мурманской области, Архангельской области, Ижемского района. Люди, которых, оленеводы в основном, уходили воевать на Карельский фронт. Концерт патриотической песни прошел и в Ильгарте. В зрительном зале представители молодого поколения. Этим концертом проект «Помним, гордимся, сохраним» завершен. Но он продолжит свой путь в новых форматах на площадках уже других регионов страны.